Один из самых посещаемых туристических объектов Абхазии – Рицинский реликтовый национальный парк. Прекрасные озера, водопады, горные вершины, альпийские луга, минеральные источники. Все это ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Первый раз в Абхазии, впечатление море, впечатление очень положительное от людей, от природы. Мы приехали из Тамбова, в следующем году приедем снова. Отлично, природа очень замечательная. Люди приветливые, все нравится. Горы просто, недаром Высоцкий сказал, лучше гор могут быть только горы. Мы из Комсомольска-на-Амуре приехали. Это Хабаровский край. В Абхазии мы впервые нашей семьей и большой нашей дружной компанией. Неделю мы почти здесь, с 18 числа. Вот первый взяли большую экскурсию на одну из главных достопримечательностей Абхазии. Нам очень нравится страна, нам нравятся люди, нам нравится кухня. Все очень доброжелательные. Даже полиция подвозила нас как-то. Да. С начала текущего года по 23 июня в Рицинском парке реализовано 200 тысяч билетов на сумму до 70 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это почти в 3 раза больше. Практически круглый год в парке ведутся работы по его благоустройству. В начале мая мы приступили к ремонту автодороги, ведущей к озеру Рица, и она была завершена, эта работа, в конце мая. Дорога приведена в порядок, обстрижена она вся, все бордюры отмыты, это касается до озера Рица. Теперь ремонтируется и от озера Рица до пансионата Аватхара. Отсыпается дорога, дела идут к завершению. Еще в мае выше озера Рица в горной местности Ауатхары произошел крупный сход сели. В результате была перекрыта дорога, ведущая на альпийские луга, которые пользуются большой популярностью среди туристов и местных жителей. Кроме того, был перекрыт путь к так называемой студенческой поляне и погранзаставе. Сотрудники Рицинского парка с начала июня с привлечением спецтехники приступили к расчистке завалов. Затем дорогу пришлось расширять. За работу нанятой спецтехники пришлось заплатить порядка 1,5 миллиона рублей. И спустя 20 дней с момента начала работ дорогу открыли для проезда. После того, как открыли мы дорогу, мы всегда думали, что там 300 метров. Но после открытия этой дороги мы за 300 перевалили. Где-то 350 метров, это которой была расчищена дорога от сели, от бурелома и от покрова снега, которого долгое время никак не мог растаять. Примерно в 500 метрах от дороги, где сошла сель, находится один из главных мостов, по которому можно проехать на альпийские луга. Мост нуждается в ремонте. Деревянное покрытие этого моста меняли 5 лет назад. И ежедневно большое количество автомобилей проезжают по нему. И, конечно же, доски обветшали. Уже совсем скоро сотрудники Рицинского реликтового национального парка приступят к замене покрытия моста. Пока будут вестись ремонтные работы на мосту, чтобы не перекрывать проезд к альпийским лугам, автомобилистов перенаправят по объездной дороге прямо через речку. Там только могут проезжать машины, это внедорожники, полноприводные машины, грузовые машины. Только так. А туристы, которые будут ездить на маленьких машинах, у них будет дорога открыта до второго источника, который также могут увидеть. Естественно, каждый хочет попасть на Альпику. Мост у нас в угрожающем состоянии. Мы его частично залатали. И я думаю, пока можно будет до ремонта пускать. Мы пускаем. Контролируют инспектора лесного хозяйства, которые посменно находятся здесь. В этом году пансионат Ауатхар открыл свои двери для посетителей 3 июня. К этому времени здесь успели отдохнуть порядка 100 человек. Пансионат Ауатхар – излюбленное место не только туристов, но и местных жителей. В среднем здесь за сезон отдыхают до 1500 человек. Уже через 2 дня пансионат будет заполнен на 100%. В первом корпусе пансионата 10 гостевых двухэтажных домиков, каждый вместимостью до 5 человек. Во втором корпусе 2 пятиэтажных дома, один жилой, другой еще достраивается. В этом году руководство пансионата во всех 5-местных домиках практически на 90% обновило инвентарь. Сутки в 5-местном доме обходятся в 3000 рублей. До конца лета все домики забронированы. В основном здесь отдыхают местные жители, но бывают и туристы. Семья Долгих впервые приехала на отдых в Абхазию из Туапсе. Просто шикарно, просто. Мы так устали от города, от суеты. А здесь, во-первых, не можем надышаться воздуха. Во-вторых, родниковой водой. Это что-то, это обязательно нужно попробовать. Это надо. И отдыхаем эмоционально. Выходишь утром с чашечкой кофе, смотришь на горы, на лес,
все забывается, все уходит на второй план. Так что шикарно, отдыхать просто шикарно. Несмотря на разгар турсезона, в пансионате продолжаются работы по его благоустройству для более комфортного отдыха и пребывания гостей. Человек приехал на отдых, да, ну вот в это горы, бывает 2-3 дня как бы и идут дожди. Мы как бы планируем построить одну такую пикниковую зону, как бы желающие могли бы там отдохнуть и в дождь, и оставить там маленький телевизор, и чтобы люди отдыхали. На территории Рицинского реликтового национального парка, безусловно, основными объектами посещения туристов являются озеро Рица, Голубое озеро, горные водопады, Ауатхара, перевал Пыв, озеро Мзым. Но совсем скоро откроется и новый маршрут. 8 новых пикниковых мест для наших граждан открыто по всему ущелью на территории парка. Более того, буквально через дней 10-15 мы открываем новый маршрут. Он сложный, но очень интересный. Есть такой спрос через 47-й километр. В этот маршрут надо вкладывать порядка 8 часов в пешем порядке и выход на Кучбаяштинское лесничество. Это очень скоро в информационном блоке появится. И мы думаем, что это будет большой спрос иметь. Как видно, туристов на Рице много. Однако красоты национального парка привлекают и нелегальных гидов в поисках заработка, которые даже пытаются организовать мероприятия на территории заповедника без согласования с руководством РРНП. Например, 14 июня в соцсети Instagram появилась рекламная публикация гида авторских туров в Абхазию Евгении Чупровой о планируемой вечеринке с элементами светомузыкального представления в ночь с 25 по 26 июня у высокогорного озера Малая Рица. А посвятить вечеринку собирались горным и лесным духом. Эта новость вызвала широкий резонанс в нашем обществе. Директор Ризинского реликтового национального парка Адамур Багатели рассказал, что подобные мероприятия на территории парка запрещены и контролируются инспекторами по охране природы. В связи с этим данное мероприятие проводиться не будет, а с недобросовестным гидом была проведена разъяснительная беседа. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.